Все старые добрые фильмы жительница Алдана Клара Гранина знает досконально. Любую картину она узнает по одному кадру или самой простой цитате. Много лет Клара Афанасьевна работала киномехаником. Благодаря ей жители Алданского района получали возможность смотреть кино на большом экране. Впрочем, о том, что свяжет профессию с киноиндустрией, в детстве и юности Клара Афанасьевна не предполагала. Она родилась в городе Свободном Амурской области, в семье офицера Красной армии. Он родился в 1893 году вот, в Тамбове, в поселке там Кононовка. Пробыл там, в общем, пошел в Красную армию добровольцем. Не закончил, а добровольцем пошел в Красную армию. Был в особом отделе, как сейчас КГБ, а там это особый отдел. Вот. И когда его отправили оттуда в Амурскую область, в Амурской области он работал, отправили в Амурскую область работать в госпиталь медбратом. Он принимал раненых и больных с фронта. Там он и женился. Вот, с мамой там поженились. Мама тоже там работала. Она родилась в Сибири, вот, в Ануйске. Там проработала на фабрике. Сиротой в 3 года осталась она. В 3 года осталась сиротой и проработала на табачной фабрике. Потом уехала в Свободу, там с отцом они поженились. Вот. Потом родилась я, и так пошли дети. Вот. Но детство, я считаю, что было нормальное. Вот. Я самая старшая была, у мамы было нас 7 детей. Вот. Самая младшая до сих пор, тоже живая, со всей семьи мы остались только 2. Младшая и старшая, остальные умерли. 4 братьев, 3 сестер было. Детство Клары Афанасьевны пришлось на годы, полные лишений и горя. Шла Великая Отечественная война. Эти видеокадры были сняты в мае 2023-го. С праздником Великой Победы Клару Афанасьевну поздравили воспитанники Алданского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Слушая в исполнении юных артистов знаменитых «Катюшу» и «Аиста» на крыше, хозяйка едва сдерживала слезы. Про того, чьи письма берегла. Еще хорошо, что в наше время существуют такие люди, которые могут рассказать детям, да, о том, что они переживали, о том, что они видели, что знали. И, конечно, хотелось бы сохранить, чтобы такие люди жили как можно дольше. И передавалось вот это из уст в уста, из семьи в семьи, из поколения в поколение, чтобы наши дети это ценили. И вообще, чтобы ценил этот мир, и чтобы войны все-таки прекратились, и их не было на нашей земле. Принимая мальчишек и девчонок, Клара Афанасьевна вспоминала собственное детство. Она много времени проводила в военном госпитале, где работали ее мама и папа. В городе Свободном отец с матерью работали в госпитале. Вот. Мать была прачкой, отец, там сейчас я уж не помню точно. Вот. С собой меня брали, потому что меня некуда было. Вот. И я ходила, как говорится, раненым, читала стишки, на табуреточку поставят меня, и сама заберусь, прочитаю. Вот. И им хорошо было. И тогда я не шибко это понимала. В общем, были все заняты. Всем помогали друг другу. Раненые, конечно, были очень довольны. После меня кто-то песни пел еще. Вот. Все, в общем, и раненые угощали. Там, кто конфетку, кто сахар, кто шоколадку. Родители говорили, нельзя брать. Им это нужно, чтобы для восстановления здоровья, чтобы немного крови потеряли. Вот. И, в общем, получалось так, что мы ничего не брали, нам хоть и давали. Но сейчас мирное время, сейчас можно и детям дать, и угостить, и все. Когда это все идет, тяжело все равно. Позднее семья нашей героини переехала на прииск Октябрьский, где Клара окончила в вечерней школе 6 классов. Затем девушка получила права моториста-скрипелиста-лебедчика и в 15 лет пошла работать на шахту. Там на съемке золота, когда у меня моторист, лебедчик, это самое, бутарили породу, все, и грот там, где золото опадало, все. Я тогда худенькая, маленькая была, залезу, это все уберу, золото видела кусками, мелкую, и всякое собирали, прополаскивали, такие были большие круглые бачата,
туда засыпали, пломбировали. Вот. Но там другой был человек, который под охраной вез это все. А в помощь мы всегда вот делали и там. На драгу, зимой шахту, когда драги закрывались, например, шахта работала, потом шахты закрывались, драги закрывались, например, переводили на лесной участок. Ну, не то, чтобы рассчитывали, а переводили, работали в лесу. И точковала лес там, и все. Ну, вот все, где что приходилось. Даже приходилось сваркой заниматься во время, когда свет потухнет, а у бадьи отвалится угол. А как бадья пойдет-то? Нужно закрепить ее. Ну, как могла, крепала, приваривала. Вот. Когда не было такой работы, помощником взрывника пыжи катала, с ним заряжали, ходили в шахте, это все, чтобы породу там взорвать, чтобы вывозить потом. Вот. Приходилось делать все, что можно было и что нужно было. Тяготы труда давно позабылись, а впечатления и имевшие место разные ситуации и сегодня помнятся очень отчетливо. А жизненные советы о том, как правильно показать себя в коллективе, девочке давал папа. Много было случаев. Ну, отец подсказывал, отец учил, как правильно сделать. Вот. Ну, как сами понимаете, шахта, мужчины все, женщин там мало было. Вот. Всего на шахте было 2 женщины. Одна женщина, которая, мамка ее звали Титан, воду грела, ну, когда обедали там и прочее. 4 смены работали, я в 3 смены, ну, 4 работали. Вот. И получалось так, что в шахту отправят, свет потухнет ночью, например. Ну, говорят, это самое, ну, ты же молоденькая, сбегай в шахту, там, или принеси, возьми куль, принеси энергии. Ну, голова-то не доходила еще, что-то. Думаю, надо в это самое пойти. А отец меня, Царство Небесное, всегда говорил, если чего ты не знаешь, лучше не ходи и не соглашайся. Вот. И вот получалось, что это... А если ну, мужчины работают, анекдоты рассказывают, все, мало ли как, ночью свет выключили, все сидят, разговаривают, анекдоты рассказывают там и прочее. Спи. Если ты даже не спишь, чтобы ты не отвлекалась, чтобы тебя нет. Ну, спрашивают, и, ой, да она спит, уже рассказывайте. Спустя некоторое время Клара вышла замуж. У пары уже подрастала дочка, когда они решились на большие перемены. В 1962 году глава семьи Георгий, опытный тракторист, был приглашен на работу на север. Вскоре Гранины сменили город железнодорожников и военных на край глубоких снегов и северных морозов. Супруги приехали жить в поселок Озерный Алданского района. Сегодня там еще остались дачные участки, а в середине прошлого века это был крупный населенный пункт. Там школа была, магазин был, клуб был, баня была, столовая была, садик был, вот, контора была. Там все было. Ну, мужчины там, машины ездили в лес, увозили рабочих в лес, привозили обратно. Вот, это был лесоучасток. Муж там у меня работал трактористом. Сначала в лесу, потом механиком работал в Озерном, рационализатор. Вот. Когда приходилось на машине, в общем, он тоже был от скуки на все руки. 24 августа 1962 года вот, мы выехали с севера на этой вот машине, приехали в Озерный. Такой дождь льет, а на улицах шубы висят, матрасы, одеяла. Вот. Подходит, ну, мы вылезли с машины, подходит к нам мужчина, до сих пор помню, фамилия Ковеня. Подходит и говорит, ну что, приехали. У нас с собой чемоданчик один, как всегда. Вот. И к чемодану привязана подушка была. Все, больше ничего. Он говорит, ну, пойдемте, я вас поселю. Поселили нас сразу в 3-квартирный барак. Одну квартиру, как раз квартира была, где жил киномеханик. Вот он как раз уезжал тоже, почему я попала на его место. Вот. Люди все были добрые, хорошие. Мы только приехали, нам сразу он как завхоз был, Ковень этот, он нам сразу всю постель, подушки, одеяло, все нам сразу дали, все. Вот. Дрова привезли, соседи сразу пришли, принесли, кто что мог покушать, там что-то сразу приготовить, вот, ложки, ну все, в общем, нас всем сразу обеспечили. Именно в Озерном наша героиня пришла в профессию, которую полюбила всей душой. Впрочем, сегодня Клара Афанасьевна иногда иронично улыбается.
Ее приход в киноиндустрию был ничем иным, как выигранным спором. А вы знаете, как в эту сферу я попала, можно сказать, как бы по спору. Еще в свободном. Ходила в самодеятельность, там работала на шпалозаводе. И туда брали только тех, кто участвует в самодеятельности. Ну, меня взяли в самодеятельность, и вот, мне там как раз уже 17-й год был, вот, это самое, 17, да, вот, и взяли меня туда. И, ну, там, значит, ну, как говорится, самодеятельность, мы вместе участвовали с мужем, все. Потом сказали, что, ну, один там сказал, да, тебе никогда не быть киномехаником. А я говорю, нет, буду. А я хотела быть медиком. Когда медиком еще это самое собралось, детей у мамы много, я старше, помогать надо. Меня не отпустили. Вот. Была с подружкой, хотела на пчеловода, ну, чтобы с кем-то вместе. Мама тоже сказала, а с кем я детей оставим, как это самое, опять не получилось. А тут уже, когда сказали, что тебе никогда не быть киномехаником, там же в свободном, вот, я думаю, интересно, как-то я не смогу быть. Ну, у тебя образование маленькое, тебе, ну, там и физику я не знала, я не учила. Ну, что, 6 классов вечернее, там, что закончила. Вот. Ну, и когда приехали туда, а тут как раз вот киномеханик-то уезжает, и как раз меня берут учеником. Я здесь же маленечко потренировалась, вот, и меня отправили в Якутск учиться. Закончила в Якутске школу, и сюда же вернулась. Муж оставался один здесь. Дочь отвезли к родителям. Вот. Приехала, и стала уже я киномехаником. Вот. А киномехаником время работы только вечерний, а день свободный. Вот. Так что получалось так, что день-то я дома, в садике подрабатываю, там кто-то заболеет, там нужно там печку истопить, там надо в столовой помочь, помогала, все кругом делала, что можно было. Вот. Потом, когда уже это самое, стала я уже сама самостоятельным киномехаником, муж стал мне помощником. У него права помощника киномеханика, у меня киномеханик первой категории. В крайнем случае, если я не смогла бы работать там киномехаником, это самое, ну, вернее, вот как привели сюда, я могла бы работать электриком. Вот, потому что киномеханик первой категории была. Так получилось, что тот шуточный спор Клара Афанасьевна выиграла. Кинопоказ увлек молодую сотрудницу сразу же. И спустя много лет она вспоминает свою профессию с любовью и теплотой. «Танцор диско», индийские все эти фильмы. Потом показывали этих «Кубанские казаки». Ну, все вот такие фильмы, которые вот на то время шли. Вот. Ну, просили люди, ну, мне говорили, скажи такой фильм, закажи такой. Я записывала, потом приезжала сюда, в Алдан, и наш Алдан, в Алдане здесь Заливин был этим директором. Вот. Мы отдавали в кинопрокат вот эти заявки, вот, это, ну, записывали, подбирали нам эти фильмы. И если машины не было, то везли кино на Куранах, а на 16-м километре сбрасывали. Я на лошади приезжала, забирала эти фильмы на лошади и увозила в Озерные, ставила. И также приезжали в неделю, один раз забирали, вот, если машина есть, или вот так вот попутно на санях забирала. В Озерном родилась младшая дочь Граниных. В 1970 году, когда было принято решение о переселении жителей поселка в другие населенные пункты района, семья нашей героини приехала в Алдан. Клара Афанасьевна приступила к работе в школьной фильмотеке. По долгу службы киномеханику приходилось бывать в разных уголках района и республики. А тут как раз открыли в 70-м году фильмотеку школьную. Вот. И была Чернышова Галина Александровна, заведующая, ну как от районой ее поставили. А там было всего 2 человека коллектива, значит 3. Заведующая, киномеханик и Немцева Дуся ремонтировала пленки. Скорее там туда, вот 3 человека. И вот мы все втроем мы работали. Возили по всему Алданскому району, в Усьмаю. Тогда Нерюнгри не было, тогда был Чульман. Вот. Ну, в общем, все, Чульман ходил к Нерюнгри. Все. И я ездила как киномеханик, ремонтировала аппаратуру. Вот. Везде, где только не была я, по всей Якутии, по школе. Даже в Усьмае была, в Зырянке была. У нас слеты по работе были, совещания собирались. Все там собирались и ездили. По всему району Алданскому. И тогда вот Нерюнгри не было, был Чульман.
Спустя годы Клара Афанасьевна вспомнила навыки, освоенные в юности, когда она работала на шахте. По ряду жизненных причин матери семейства пришлось выйти на вторую работу. Женщина стала стрелком в охране золотодобывающего предприятия. Я при конторе работала. Вот. Когда не было стрелков выезжать на съемку, охранять золото, там, ездить на драгу забирать и прочее, приходилось. Но это редко было. А в основном оружие хранилось в конторе. Вот. В сейфе закрыто. И мы там дежурили. В конторе как бы стрелок, дежурил стрелок. Охраняли там оружие, бухгалтерию, все. Дочери выросли, создали свои семьи. В 2000-м не стало Георгия Александровича. Не желая погружаться в одиночество и бездействие, наша героиня начала помогать в православном храме. Осталась одна. Вот. Батюшка Сергий Богачев выезжал, вот, это самое, причащал, все так, как мы уже венчанные были, все. И мне предложил, говорит, может, пойдешь в трапезную работать, что дома сидеть-то плакать? Вот. Я пришла в трапезную. Вот. В трапезной работала, кушать варила, охраняла. Тогда не было такой охраны, сами охраняли тоже. Потом и печки топил. В общем, все, что нужно было, все тоже делали. Это послушание было такое. В последнее время перевели меня просфоры делать, просфоры делала. Там это тесто пресное идет. Формы, там не формы, а там, можно сказать, формы, ладно, это самое. Тяжеловато как. Работа с тестом, с мукой, отбивать, там, стукать, там, выхаживать его, все нужно по норме делать. Вот. И уже с этих просфор уже мне потом пришлось уйти по болезни. Обеды и угощения у Клары Афанасьевны удавались на славу. Готовила женщина всегда с удовольствием, вкладывая частичку души в каждое блюдо. С энтузиазмом наша героиня осваивала и новые рецепты, привнося в них собственный опыт. В детстве фирменное блюдо, как и мама делала, всегда борщи, картошка отварная, картошка жареная, пареная, как она говорила, на сковороде, на воде. Вот. А потом уже, когда в замуж вышла, тут уже стала мастерить, что-нибудь сама придумывать для семьи, там, чтобы интереснее было. В ходу всегда были пельмени, вот. Редко делали блины. Хоть мама стряпала, но я не любила блины стряпать, я не любила жарить рыбу. Но сейчас делаю все и сделаю все с удовольствием. И все мои дети, вот двое у меня девочек, вот, все любят кулинарию, все любят стряпать, все тоже вяжут. Вот. И вот хобби вязания и кулинария. Вязание хозяйка называет главным своим увлечением. Оригинальные накидки, пледы, коврики и подушки наполняют дом особенным уютом. Кроме того, у Клары Афанасьевны 5 внуков и 7 правнуков. И для ребятишек бабушка изготовила бесчетное количество кофточек, шарфиков, носочков и варежек. Мастерством вязания она овладела еще в детстве, благодаря маме. Мама вязала и шила. Но шить у меня не получилось. Помню, как мама сказала, я лягу отдохну, а вы, доченьки, вот я тапочки скроила, вы сшейте. Сшить их надо. Но я сшила, да, неправильно. И у меня к шитью сразу все отбило. Вот. Я потом уже, когда замуж вышла, я уже дочери шила платьица, свекровке платье шила, выкройки и прочее тоже в календарях это самое брала. Муж у меня хорошо рисовал, хорошо это самое, и он всегда выкройки брал с календаря, увеличивал, а я потом уже там шила, там, девчонка, платьишко или что вот такое вот. Не любил, я не люблю до сих пор. А вязать любите? А вязать люблю. Мама вязала. И вот как-то вот так пошло. Раньше вязали, и вышивали, вышивку мама вышивала, я и гладью, и всякий крестик, все. Вот это все это делали, все. И также у меня девчонки. Наряду с вязанием раньше Клара Афанасьевна увлекалась бисероплетением. Создание художественных композиций мастерицу захватывало полностью. Она овладела несколькими техниками плетения, самостоятельно строила и схемы изделий. А бисером нечаянно получилось. Бисер тогда продавали много же, всякий. Вот. И вот собирала бисер, делала ожерелья, бусы всякие, короны делала всякие. Вот. Где под самодеятельность нужно было, где как.
То, что я делала в молодости вот, с бисера, я все раздавала абсолютно. Вот на подарки так. А сейчас мне уже не принесли, подарили. У меня там целая галерея стоит из бисера деревьев. А вот самая сложная вещь из бисера ваша какая была и сколько работали над ней? Это ожерелье. Во-первых, это нежное, тонкое. Вот. И бисер мелкий. Это все собирать. И надо считать, там, высчитывать где-то, ну, это рядочками или как там. Ну, в общем, это длинная такая история. Но я делала все. В комнатах у Клары Афанасьевны раскинулась настоящая оранжерея. Помимо декоративных растений, хозяйка выращивает на подоконниках помидоры. Сейчас как раз пришла пора снимать урожай. Овощеводством наша героиня занималась всю сознательную жизнь. И в родительском доме, и в ее семье имелись не только огороды. Немалым было и животноводческое хозяйство. У мамы всегда были курочки, поросенок, корова была в Октябрьске, коза была здесь уже в Свободном. Вот. Когда мама попадала в больницу, там, или на роды, или что, я доила корову, доила козу. Вот, хоть мне еще мало было лет, вот, как говорится, за этим всем тоже ходила. А когда уже переехали в Озерном, нам подарили кролика. Вот. Потом подарили, еще в Свободном еще подарили, как первую дочь родила, нам подарили сразу 2 курочек и петушка. Там маленько подержали. Потом в Озерное, когда приехали, тут кролика подарили, потом поросенка купили, потом гусей сама завела, вот. Потом козленка подарили. Вот. Потом уже, когда отсюда переехали в этот Надражный, вот, тут уже у меня было как и коза, и утки были, и кролики были. Овощеводство, цветы тоже всегда занимались. Огородик, грядки, клумбы какие-то. Да, клубы, цветы это не мое, не любила, не люблю. Нет, я люблю, когда они цветут, красиво, хорошо, но ухаживать я за ними не умею. Вот. И не это самое. И клумбы тоже не это. А у меня все вроде как хозяйство. Там огурчик, редиска, укропчик, там турнепси, крепко, помидоры, огурчики. Ну, вот у меня, говорю, только отсюда все сняла помидоры, и все, там тоже немножко еще осталось. А здесь выращиваю помидоры. Это вот сейчас в зиму уже только цветы оставила вот эти. В той комнате еще есть маленький помидор. Вот. Ну, такие мелкие, маленькие вот эти помидорки. Мы продолжали беседовать, когда раздался звонок в дверь. К Кларе Афанасьевне приехал ее крестник. Олег Сандрюхин с семьей проживает в Нижнем Куранахе. Сам же он родом из Озерного. С крестной Олега связывают очень теплые и доверительные отношения. Бывая проездом в Алдане, мужчина обязательно навещает восприемницу. Вот и сегодня Олег привез Кларе Афанасьевне ягоду, выращенную на даче. Ну, всю жизнь знакомы. Что говорить? Люблю. Люблю, конечно. Выросли. Выросли пацанами вместе. Да, все вместе. В садик ходили у меня, они там, я когда подрабатывала механиком, они в садик ходили. Да. И все там это самое, дружный поселок был, очень хороший. Клара Афанасьевна проживает одна, но одинокой она не остается. Ее часто навещают близкие и друзья. С частью забот по хозяйству помогает управиться социальный работник. На поддержку Галины Голощаповой можно рассчитывать всегда. Она и о самочувствии справится, и запас лекарств пополнит, и по дому сделает все необходимое. Галина Геннадьевна, или Галочка, как ее называет хозяйка, давно стала для Клары Афанасьевны больше, чем соцработник. Она все делает беспрекословно. Даже не надо говорить и говорить не надо, что это надо сделать. Она сделает все это сама. Вот. На почту ходит. Ну, все, что нужно по ее работе, все оплаты, все производит, все делает. У нее есть копия паспорта, все, чтобы не делать лишних движений, этих ходок. Вот, ее же тоже нужно понять, что у нее работа, и не одна же я у нее. Вот. Она всегда позвоню ей, скажу, вот, или же по WhatsApp напишу, что пришла посылка, надо получить номер, все, питаться, все. Она уже берет копию и идет, получает, приносит. Богатство любого человека составляют окружающие его люди. Отношения, построенные на доверии, взаимоуважении и отзывчивости, поистине бесценны. С этим утверждением Клара Афанасьевна Гранина полностью согласна.